В Коми сохраняется тенденция последних 3 лет по лесовосстановлению. Начиная с 2019 года регион перевыполняет план по обновлению лесного фонда. В этом году республика стала лидером еще и федерального уровня. Лесовосстановление провели на площади 57 тысяч гектаров. Виктория Палкина расскажет подробнее. 11 миллионов саженцев на площади 4000 гектаров. И это только искусственное лесовосстановление. А еще содействие естественному и агротехнический уход. Сегодня за лесным фондом в регионе ухаживают сразу по нескольким направлениям. Примерная стоимость проведения работ на 1 гектаре – 170 тысяч рублей. Это командная работа на всех уровнях. И в первую очередь это наше лесничество, которые на местах принимают эти земли, которые подбирают лесные участки для того, чтобы там проводить посадки. И дальше уже контролируют этот процесс. Это очень трудоемкая работа, и где-то эти площади труднодоступные. Самое активное лесовосстановление идет в 5 муниципалитетах – Прилузский, Сысольский, Кайгородский, Карткировский, Усть-Куломский районы. Но мало лес посадить, его еще и вырастить нужно. В 2022-м на 11 гектарах молодняка прошли рубки ухода. То, что посадили, выросло. Мы это перевели уже в покрытую лесом площадь, после чего мы начали за ней ухаживать для того, чтобы те результаты посадки, которые мы добиваемся, их сохранить, создать тому посадочному материалу, который мы сажали ранее, благоприятные условия, сформировать насаждение с теми характеристиками, которые необходимы для лесного хозяйства, для лесной промышленности. Восстановление лесов в России в 2021 году впервые за 10 лет превысило их вырубку и уничтожение огнем. Сегодня Коми среди тех российских регионов, где удалось перевыполнить план по лесовосстановлению. С 2019 года обновленные площади в регионе не опускались ниже границы – 55 тысяч гектаров. Сегодня предстоит большая инвентаризация лесов, пострадавших от пожаров этим летом. Но уже сейчас понятно, что в ближайшие годы у лесничеств в Коми будет много работы. Лесные пожары в 2002-м бушевали на площади 57 тысяч гектаров. Виктория Палкина, Эдуард Фомичев, телеканал Юрган.